Ассаламу алейкум, друзья, витаю вас. Сегодня 21 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Друзья, как обычно, пока мы собираемся, я хочу начать со сводки от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях оккупантов. За прошедшие сутки уничтожено и ранено террористов 750, 4 танка уничтожено, 16 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 10 БПЛА, 44 автомобиля техники цистерна и 3 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Слава ЗСУ, слава Украине. Так, друзья, тоже есть много хороших новостей. Генерал-полковник Александр Сырский состоялась встреча с делегацией НАТО во главе с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Информировали о ситуации на поле боя. Обсудили основные потребности сил обороны Украины, ключевые приоритеты, боеприпасы и ПВО. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины. В завершении встречи члены делегации НАТО почтили у стены памяти солдат, погибших за Украину в российско-украинской войне. Я полагаю, что в ближайшее время вооруженные силы НАТО войдут на территорию Украины и будут вместе с украинцами защищать свободу и независимость Украины. Свободу и независимость всего мира. Дейлер салам ашвур сансей шамиль шавик машвур валейк салам. Валейк салам. Так. Он приехал, говорит, на похороны Украины. Лев, дело в том, что вы еще 3 дня всего отводили Украине, и что Украины уже не должно было быть, поэтому вот эти ваши уже даже уже знаете, не то чтобы это как-то вызывает доверие, уважение к этим вашим нарративам, это даже не смешно. Просто уже, когда вы такое говорите, хочется просто сесть и плакать над вами, да, потому что до того вы ущербны, до того вы бесстыжи. Бесстыжи просто до безобразия. Украина есть, была и будет. Не волнуйтесь. Украина есть, была и будет. А вот фашистская Россия, вот за этим вопросы. Мухаммад, он к нам зашел. Я так смотрю, к нам заходят разные люди, которые являются пророссийскими, там разными, представляющими Демирханова, ФСБ там, и так далее. Поэтому они тоже любят наблюдать за нами. Кстати говоря, нас, я полагаю, сегодня будет 50 тысяч. Наш канал, который долго-долго российские террористы душили, теперь потихонечку начинает проявлять признаки жизни. Мы развиваемся. Сегодня, я полагаю, мы достигнем цифру в 50 тысяч. Сегодняшний свой стрим я назвал «Путин приказал расстреливать несогласных». Путин приказал расстреливать несогласных. И вот в чем вопрос, вот в чем дело. Дело в том, что, на мой взгляд, сенсей маршал, или салам маршал. Дело в том, что та операцию, которую проводят российские батальоны, российские освободительные силы,
которые так называются, не знаю, почему их так называют, мне не нравится название, но они так себя именуют и вроде не протестуют. Поэтому российские освободительные силы очень сильно либо напугали, либо это было с этой целью и сделано, что больше будет ажиотажа, а потом Путин начнет внутри закручивать гайки. Как это произошло с Пригожиным, если вы помните. Помните события с Пригожиным, которые были? Тоже фейковый мятеж, фейковое нападение. И после этого выявили всех, кто был из военных против, и потихонечку их отстранили, кого-то там, может, уже ликвидировали. А сейчас как бы пришли русские добровольцы. Я убежден, что там есть искренние парни. И вот искренних я до сих пор поддерживаю. Но есть там разные идеи, которые я не могу никак поддерживать. Дронников по позывному «Царь». Легион Свободы России называется. Вот этот человек не вызывает у меня ни малейшего уважения и ни малейшего доверия. Так, этот человек открыто заявляет на украинском телевидении, что Путин ведет Россию к распаду, к развалу, а он этого боится. Также он заявляет, что моя страна, Чеченская республика Ичкерия, в которой русские убили 300 тысяч наших граждан, 30% нашего народа. Украина до сих пор, не дай бог это и пережить, до сих пор она близко не подошла к этой цифре, 30%. По планам русских нужно было убить 20% украинцев. Это, кстати говоря, те же нодовцы и нам рассказывают, что нужно было убить 20% украинцев. То есть 8 миллионов украинцев психологически, морально русские террористы готовы уничтожить. Ну, дело не в этом. Дело в том, что сейчас Путин объявил громогласно, что нужно начать расстреливать людей. Смертная казнь у нас нет, он говорит, смертной казни. Дело в том, что на России есть смертная казнь. Просто на нее введен мораторий. И одним росчерком пера президент Российской Федерации, которому сейчас якобы отдали 87%, может восстановить смертную казнь и на законных основаниях массово начать расстреливать. Я об этом предупреждаю уже лет 5, наверное. Я говорю, что к этому идет, но года 3 это уже очевидно, что идет к этому массовым расстрелам. Хотя было понятно еще и 10 лет назад, что события будут развиваться только в этой парадигме, только в этом направлении они могут развиваться. Иначе никак. Система, КГБшная система, она только так может развиваться. И я хотел бы напомнить русским, именно россиянам и русским, почему вас эти годы не расстреливали, у вас не было этой смертной казни. И вы были такими якобы гуманными, и вас представляли миру гуманными. Дело в том, что после Первой русско-чеченской войны уважение, авторитет Ельцина и России был ниже плинтуса, так как Россия совершила военные преступления, геноцид в Чеченской республике Ичкерия против граждан Чеченской республики Ичкерия и народа, чеченского народа. И для того, чтобы Западу показать, что вот Ельцин сожалеет, что воевал против чеченцев, он говорил, это моя ошибка и так далее, и так далее. Несмотря на это, ну и он был вынужден сказать это, и что он сожалеет, что воевал, и он отменяет смертную казнь. И поэтому был введен мораторий. То есть фактически из-за нашей крови вам, русские, немножко разрешили пожить лет 20-30. Потому что вообще смертная казнь чем плоха? Плоха тем, что могут расстрелять невинного человека. Понимаете? И еще она плоха и опасна тем, что вот как сейчас могут начать массово расстреливать несогласных. Знаете, как это было во время сталинского КГБшного, НКВДшного террора? Вас забирали из дома, в течение 3 дней вас расстреливали, все, вас больше нет. И родственникам сообщали, что получил 10 лет без права переписки. Мы его отправили на Колыму,
но у него нет права писать письма. Не вы ему написать не можете, ну вы типа можете, а вот он вам написать не может. У него такой вот, без права переписки. Представьте, формулировка какая была. И в этой формулировке люди таскали, родственники таскали еду, одежду своим репрессированным, которых на 10 лет отправили без права переписки куда-то. Они тут же расстреляны, тут же закопаны в братской могиле. НКВДшники принимали эти посылки, принимали эту одежду, эту еду. Люди стояли в очередях, чтобы им передать это все. А на самом деле все просто оставлялось себе. КГБшники все ели, кушали. Можно было, если вам нравится, например, квартира вашего соседа, а у вас есть выходы на НКВД, или вы там работаете, или вы постукиваете на НКВД, вы доносите, что этот человек шпион, что вот он сказал что-то против Сталина или советской власти. Все, вас расстреливают с конфискацией имущества. Квартира получается вам. И вот таким вот образом были убиты миллионы людей. Было сгноено и убито в тюрьмах, сгноено и убито миллионы людей. Вот такая вот история была у России. И как бы ее не пытались забыть, невыученный зовет Путин. И под видом борьбы с Легионом Свободы России, который является Андроников, вот этот Цезарь, про которого я только что снял видео и выложил у себя на канале в YouTube, на канале Reality. Эти люди играют в одну игру, мне кажется. Если ты не можешь победить сопротивление, то возглавь его, говорится в учебниках. И, по всей видимости, вот пытаются возглавить. И Андроников, вот, и разные другие деятели будут возглавлять сопротивление Путину, чтобы в конечном итоге спасти систему КГБ, СССР и ГРУ. Вот что какие у меня наблюдения по этому поводу. Ва алейкум ассалам. Так, вы признаете Молдову? В смысле я признаю Молдову? Что вы имеете в виду? Что такое признаю Молдову? Скажите, кто президент Молдовы, я вам скажу. А то тут много с выворотом бывают некоторые вопросы. Так, ва алейкум салам, друзья. У тебя в YouTube сообщения могут писать только подписчики. Это поможет? Не знаю, Шамиль, поможет это или нет, но в прошлом стриме не так много было тех, кто вот засоряли мне вот этот весь эфир. Да, я сделал так, что могут писать только комментарии, только те, кто подписчики. Я думаю, у вас с этим проблем не должно быть. Маш Вовель, Аслан. Долго болел, бег мобиль, чувалер. Ну, слушай каждый день. Так, ассаламу алейкум. Хочу всех приветствовать в Украине, свободочкой. Ва алейкум салам, Маш Вовель. Ну, чебуарс. Так, спасибо за подарки, друзья, спасибо. Слава Ичкерии, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Шамсад. Ва алейкум салам, справедливый человек. Друзья, всех я вас приветствую. Шалом достойному народу, ночи из Израиля. Шалом, Израиль. Шалом, достойные преступников. Ну, что такое у нас? Почему обрыв связи? Ситуация, да. Молдова признает ли Ичкерию, отвечает сенсей. Отличный вопрос, сенсей. Отлично. Максим говорит, витаю, слава Ичкерии,
витаю, Максим, я вас тоже, героям слава. Доверять русским, каким бы они золотыми не были, значит себя не уважать. Да, Шамсад, доверять имперцам не стоит абсолютно никак. Русистам. Помнишь старый фильм, где Гибняр устраивала засады и крошила потом их из пулемета? Цезарь тоже гонит всех в ловушку. Ну, я не знаю, Шамиль, не хочу сейчас так огульно обвинять. Мне тут рассказывали, что они там детектор лжи проходят, там, что все проверено. Но если они проходят детектор лжи, и у них такие взгляды, это либо это, ну, либо это какая-то игра, либо это тот, кто проводит детектор лжи, с ними заодно. Если они не проходят детектор лжи. Странно, странно. И всегда за этим маячит Буданов. Буданов, друг. И вообще чеченцам я хочу сказать, чеченцы, вот вы там говорите, что вот, например, сражаетесь там за то, чтобы кровную месть сделать, там, защитить Украину, защитить свои интересы. А где интересы тогда чеченского народа? Вот где, в каком месте вы защищаете? Вот у меня есть парень, ну, мы с ним созванивались, общались, Хамзат Гилаев батальон у него называется. Вот к нему я Цаях Цалясуна на всякий случай. Просто хочу спросить его, вот, можешь мне ответить, как так получается, что я вижу, как наблюдатель, я вижу, что вред приносят вот этот будановский, вот эти действия, ну, переключить на нашу Ичкерию, войну начать против нас. Это разве правильно, если и вы ничего не говорите? Про Закаева вы, например, публично не объявляете. Вместе с ним становятся разные люди, фотографируетесь вы с ним. Ну, если вы воюете за чеченский народ, то я чеченский народ. Я представляю чеченский народ. Я рядовой гражданин чеченского народа. Почему вы наши интересы, наше мнение не учитываете? Почему вы нас игнорируете? Что вот у вас какое-то решение, вот пойти там, сказали вам, оружие дадут, там, Чечню пойдете, там, туда-сюда. Мухулись, а лишь Как так получается? Мы же уже делали такие разные вещи, которые потом нам дорого обходились. То есть наши военные делали, не учитывая мнение нашего населения, наших граждан. И потом это уходило большой кровью и проблемами. Поэтому не видим, я лично не вижу. Я вас не критикую, я с большим уважением отношусь ко всем, кто с оружием в руках защищает. Вы делаете очень достойное, смелое дело, вы достойные люди. Но опять же, возникает у меня вопрос. Я такой же чеченец, как и вы, который имеет право задавать вопросы. У меня возникает, почему вы публично, не собравшись, не объявляете Закаева тем, кем вы говорите в приличном разговоре про него? Почему вы этого не делаете? Почему вы сейчас, когда идут вот с этими русскими добровольцами, нас представляют, ну, закаевских представляют добровольцев, это никакая не армия. Опять же, не обижайтесь, я тоже никакой не информационно-государственный журналист или там издание журналистское, или если я занимаюсь разоблачением российской агентуры и провожу анализ, я не являюсь директором ВРВ, ДГБ, Департамента государственной безопасности Чеченской Республики. Хотя я делаю работу, которую делают целые отделы. Делают. И вообще у нас нету этих отделов, которые я не вижу, чтобы эта работа делалась, публиковалась, людей как-то предупреждалось. Я делаю такую же работу, рискую так же, как и вы, даже, может быть, в некотором случае больше, чем некоторые из вас. Если у меня возникает такой вопрос, почему вы с нашим мнением не считаетесь? Почему вы на нас не обращаете внимания? Почему вы не объявляете Закаева тем, кем он, говорите нам, кто он является? Вот у меня такие вопросы. Я понимаю, что вы воюете, вы заслуженные люди, но я
тоже что-то делаю, поэтому я имею право задать этот вам вопрос. Я не хочу, чтобы нас опять бросили куда-то в пекло, в огонь. Абсолютно ни малейшего желания у меня этого нет. Понимаете? Я вижу, что Кутаев, Руслан Кутаев, который за Россию, там, 3-е, 10-е ездит, приезжает в Чечню, ездит туда-сюда. Он у вас в Украине, вы не сказали, ни один из вас не высказал протеста. Ни один из вас не собрались, не оушахкет, аргуду лилештек. Почему этот человек здесь? Вы не говорите. Почему вы так себя ведете? Чем это обосновано? А? Очень странно мне это все. Беллубу Вольф Бергман. Беллубу. Беллубу, вот это ж, да, там есть действующие сотрудники ЗСУ, там, может быть, СБУ, там, третий, ГУР, может быть, там они действуют. Ишт олил мадати масана. Свободы, духвай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Поэтому вот такие у меня возникают вещи. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы у нас было единство. Но так единства не будет, если, например, с липовыми гербами, не настоящим гербом, с ненастоящим премьер-министром Ахмедом Закаевым вы называете армия. Я с удовольствием хотел бы, чтобы вы была армия Чеченской Республики Ичкерия. Валлахи, хотел бы. Но вы не можете быть армией, если вы не представляете государство. Вы добровольцы, чеченские добровольцы, которые воюют. И это тоже неплохо. Я тоже не представляю государство и не являюсь там, директором ДГБ Чеченской Республики. Понимаете? Или какого-нибудь ведущий информационного государственного канала. Вы понимаете, что? Я рядовой человек, да, я ичкериец, я доброволец. Как-то так. Ассаламу алейкум каждую ночь. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум салам. Вольф Бергман. И хунбо, она там бобол ждется, его просто за эти вол ждется, и собственно, hashtag канал, вордо, милу. Ладно, Бог, хоть чувалила. Ну ладно, давайте почитаем комментарии. Так, почитаем ваш комментарий. Цундейла, Ишдукса, сашик хаттер, шик эла, связи должен, дальше вопрос, я отвечу. Вишайна, ишта, в общем, связи должен. Хельдиш мадуевой. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, я готов ответить на ваши вопросы. Я, в принципе, свои вопросы вам задаю публично, много говорю об этом, но почему-то нет ответов на них. Помнишь старые фильмы? Так, Аслан, просмотров меньше стало из-за того, что ограничил отправление сообщения. Пусть будет меньше просмотров, они мне не нужны, но вот эти оскорбления, которые фабрика троллей делает, я их терпеть не намерен. Хватит, это очень даже неплохо. Нам нужны люди, которые думают, собираются, а не те просто зашли сюда, там, нам активность нарисовали там, и так далее. Нас и так, я тебя уверяю, этот стрим опять принесет там около 1000 или 500 или 1000 подписчиков, и более 100 тысяч будет этот стрим будет просмотров. В этом я нисколько не сомневаюсь. Цана дерца тиш сомбо. Вольф Бергман. Аудал Ватсон. Так. Любой русский либероид и противопутинец всегда против развала России. И для всех окружающих безопасная жизнь будет только при условии развала РФ. Абсолютно так. Это просто аксиома, которая не требует доказательств. Слава Украине, слава чеченцам. Героям слава. Героям слава.
Ваша, как думаешь, что эти бойцы Белгородской области застряли? Как думаешь, дальше пойдут или все-таки назад зайдут украинских территорий? Ну, я так полагаю, но Чубоз, я наблюдаю за этим процессом, поддержал их очень сильно. И, по-моему, кроме меня, так активно никто не призывал поддержать этих людей, российский народ. Обратите внимание. Ни одни русские либералы, ни вот эти сами бойцы, они не говорили, приходите к нам, поддерживайтесь. РДК, по-моему, там чуть-чуть сказали, и все. А в основном у них у всех задача была, не голосуйте, не голосуйте. Смотрите, как вышло. Все обратили внимание, все внимание сковали на выборах президента. Ну, чья польза? Просто объясните мне. Я, может быть, чего-то не понимаю, друзья. Я искренне хочу разобраться. Навальнята, ходорята заявляют о том, что нужно в полдень прийти и высказать свое недовольство в 12 часов. Какую безмозглую голову пришла эта идея? Но она именно для того, чтобы показать, что вот люди приходят на митинги. И Путин их даже поблагодарил, друзья, понимаете? Путин их поблагодарил, сказал тем, что ведь важно, что участие принять, не за меня проголосовать, говорит Путин, а чтобы приняли участие. То же самое сделали вот эти, ну так, выходит, сделали. Там бои были, погибшие были, все такое было. Действующие, воюющие парни, к вам вообще нет никаких претензий. Наоборот, вы герои. Я говорю о том, что как это разыгрывается. В итоге выходят, заходят, обращают внимание на выборы. Не идите на выборы, вам не стыдно идти на выборы. Третье, десятое. Таким образом, поддержали Путина. Вы понимаете, что произошло, друзья? И это сделал ГУР. Буданов это все сделал, организовал. Давайте вещи своими именами называть. Вот куда мы пришли. И теперь у Путина основания расстреливать людей. Он говорит, надо всех расстреливать, всех, кто участвует. И вас, парни, которые там приняли участие, вы занесены в расстрельный список. Вы будете понесены урон, вы будете преследуемы, ваши родственники будут преследуемы, как это делается в Чечении, Чеченской республике Ичкерия, временно оккупированы. Может, я чего-то в этом не понимаю, друзья. Давайте разъясним, давайте поймем. Так. Загонить террориста. Термау маж вахес. Равину мохерс, равину маж. Мажио члена свет санчуча, бисеце башгила шинцо равину бош. Так, ну давайте дальше. Вот такие вот, давайте обсуждать эти дела. Ребят, мы же думающие люди, мы взрослые, дееспособные товарищи. Давайте разговаривать, давайте обсуждать, давайте приходить, к чему мы пришли. Дата туташиву. Хауи дата туташи. Дата туташи, хауалаха. А текст я же шварква. Да, мы мощный текст сейчас, Юрка, Вольф Бергман. Хай дата туташи вала. Я и дата туташи уху. Них керца асон. Чуаху ларкис. ما ديك يازور تسوي تكست هو سواتي يازي шуда. Но что вам язюр, за оркцу, что да это тут милуца, давно это было, что-то пропали все эти люди, грузины, вот вож ногчивор, по-моему, да это тут еще язы, что ногчивор. Это ник, наверное, да это тут еще ник керцанец, что? Киночур, все, значит, киночур, никё, все понял. Ну ладно, давайте продолжим. Так. Баркал, вот ум, вот ум. Так, Ваша, как думаешь, что эти бойцы Белгородской... Так, вот давайте обсуждать, вот что думаю. Валек Салам Питер Вольф. Свободная жизнь при развале империи России. Хороший человек. Однажды человек сказал, что мы многострадальны. И он сказал правду. Очень умный, добрый человек. Долгих вам лет. Спасибо. Аслан, можешь уменьшить время? Нет, не будем уменьшать. Оставим как есть. Звук плохой? Нет, звук хороший. Аслан, ты уже обзавелся телеграм-каналом?
Телеграм-канал у меня есть, да, я там зарегистрировался, но я зарегистрировался только для того, чтобы поддерживать Аяда Идигова, наш президиум правительства. И я один раз зашел там, нужно было в одной дискуссии пару слов сказать. И вот сейчас я провожу платформу открытого диалога нашего президиума правительства. Ну, там людей немного, но это наш президиум, и я поддерживаю, поэтому только там. Развал России праздновать будем. Да, сенсей. Слава Украине, героям слава, салам алейкум, брату, алейкум салам. Да, ваш, тут что-то не то, или все-таки скрывают что-то. Ну, правду скрывают. Я тоже понаблюдаю каждый день, и вечер смотрю новости, но Путин не остановится, это дьявол надо остановить. Да, но если его так останавливать, то я думаю, что особо там, остановок там не будет, ну, как бы остановок особых нет, я не вижу. Особо не вижу. Русскому народу надо вставать, объединиться и остановить этого дьявола. В том-то и дело, что никто не призывал вот за все это время, вот вы, если вы обратили внимание, каждый из них говорил, что, ну, вначале там были несколько слов, а так говорили выборы, выборы, выборы. Каждый должен был отметиться, да, каждый бы отметиться, что вот выборы, выборы, да, привлекали внимание, получается так. Вот. Хотите, обижайтесь на меня, хотите, не обижайтесь, но получается, что это сыграло на руку Путину. Может, все-таки Путин прав, говорит. Но абсолютный дьявол и зло правым быть не может. Понимаешь? Ну, в чем-то, конечно, каждый в чем-то определенно может быть прав, но в общем это абсолютное зло, беспримесное, абсолютнейшее зло. Литва приветствует. Приветствую, Литва. Шалом, Ян, шалом. Я не понимаю, если РДК, кремлевско-путинские люди, зачем они портят репутацию России и Кремля? Я не сказал, что РДК кремлевский, прошу заметить. Я даже не сказал, что Легион Свободы России кремлевский. Я сказал, Андроник очень ведет себя похоже на то, что вот этот Цезарь, так называемый, ведет похоже на то, что выгодно Кремлю. И вот это их действие, то, что они зашли, назвались российской освободительными силами, по аналогии с русской освободительной армией Власова. Но не дай бог русские поддержат, не дай бог Россия встанет за них. И поэтому нужно сделать аналогию с Власовым, чтобы, не дай бог, никто их не поддержал. А так зашли, постреляли, показали, заработали очки в Украине, показали, что в Украине они такие бойцы. Зашли, поддержали, там, привлекли внимание к Путину, там, 3-10. И опять же, про бойцов, которые воюют, вообще никаких разговоров. Это люди, которые заслуживают только уважения. Они идут, рискуют своими жизнями, гибнут, получают ранения. К ним вообще вопросы. Я хочу понять всю систему, для чего это все было разыграно, для чего это было сделано, какая цель. Непонятно. Цаш будешь Wolf Бергман. Hun буваешь, цаш будешь Мацедоли Бергман. Киту Мадизева, у нас должно быть основание так говорить. Каждая теория, каждая гипотеза должна быть доказана. Бомобубо. Тергич, Соу Вольф Бергман. Но нужно доказать это все. Спектакль, Бог. Спектакль, знаете, что мне один наш ветеран, очень заслуженный человек, который, как говорится, ни в одном сражении участвовал, он говорит, посмотри, я обсуждал эту тему, он мне говорит, зачем ты вообще их обсуждаешь, говорит. Это никакие не войны, это, ну, которые, про русских он, который говорит. Ты их форму видел, ты их одежду видел? Я, говорит, все время воевал, он всю свою жизнь воевал, ранения там,
старый волк. Он говорит, абсолютно по ним сразу видно, что это спектакль. И вот ты тоже пишешь спектакль. Гуш мадуйбо. Гуш шамду, а доказать на мадизи фоль Бергман. Ну, гуш дальше. Суах тишермовать, я вот тишервать, я сага тишервать. Надо доказать. Страх делает невозможное. Только достойные люди боятся, борются со злом. Так, давайте. Дальше посмотрим. ФСБ – это оружие шайтана, да. Пишет Бетон. Цель России – обмануть народ. Ахмад Силас. Да, я тоже так думаю. Ой, вот так. ФСБ хочет строить народы Кавказа, потом установить здесь рабовладельческий устрой жизни. Да, именно к этому идет. Они хотят сделать из нас Палестину. Вы видели, что с талибами Адам Демирханов, там еще один есть там деятель, поехали с талибами подписывают там договора там и так далее. Дальше топите. А вы видели, как этот главарь Хамас поздравил Путина с президентом? И Эрдоган тоже признал Путина. Нормальные такие. Все террористы и имперцы объединяются. У них все нормально, да? У них все нормально. А нам нужно за них топить, получается. А нам нужно за них топить. Нам нужно поддерживать. Это же наши братья-мусульмане. Надо поддержать их, да? Они будут нас уничтожать, да? Вместе с этими братьями-мусульманами. Ва алейкум ассалам, аристократ. Так. Ночи сионист могу забыл. Сионист могу духаем. Хасан. Сионист. Приветствую канал. Государство Чеченской Республики Ичкерия будет свободной. Слава ЗСУ, Литва. Киртукас, приветствую вас. Слава. Слава героям, слава. Так, Хасан, شوي أنا اشتحي دوش قالوا نيرا قيشنا أولي تردوي شو محيك دوش مقدي وشو صباح حينيست. Да, топить за вас уже купили, какая за кого будет топить. Нет, нас не купили, вы ошибаетесь. Денег не хватит нас купить. Аслан, одно время байрактары крушили армию РФ, и это уже стало именем нарицательным. Да, бой беспилотник называют байрактар, любой. Да? Но почему в последнее время не слышно про поставки байрактара украинцам? Я не знаю, справедливый человек. Наверное, это украинцам надо спросить. Слова, синонимы. Руск и я террорист. Ну, конечно, ваша религия позволяет это сильно захотеть, да. Я их здесь заблокировал, они сюда зашли, мне кажется, троллики. Ну ладно, троллятина. Вам тоже семью кормить надо, вы же бедолаги, да, вы же ни на что не способны, кроме как написать комментарий, получить свои 15 рублей. Да. Пишите, создавайте активность. Асан, скажи, есть такая поговорка, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да, совершенно верно, есть такая очень точная и верная поговорка, я вам скажу. Так что, братья, готовьтесь к провокациям, и особенно это стало после выборов. Да, конечно же. Что трольша. Лоде комментарий, почему я лязет, что лоде. Лоде. 15 рублей комментарий, лох.
15-рублевого будешь? Прицом, овца. Салам, Борис, салам. Цагар бо. Ну, царь. А мой царь. А что, я бесплатно работал? Боя. Это знаешь, как анекдот. Прицом. Ряду. Знаешь, как анекдот. Отец подходит к сыну, гаишник. Отец подходит к сыну гаишнику, будет его. И говорит, вставай, сынок, говорит, они уже полчаса, ты на полчаса на работу опаздываешь, они полчаса бесплатно ездят, да? Алейк салам, Адам, дикуса, дал бухастам. Все отлично. Короче говоря, надо полагать, что расстрелы фашистской России, массовые расстрелы на законных основаниях, я вам скажу, не за горами, друзья, не за горами. Не за горами. Тенге Джок, в Казахстане, увы. У меня в последнее время очень много просмотрят из Казахстана, друзья. Я так понимаю, это чеченцы или казахи меня смотрят там, которые проживают. Так. Тот, кто постигается плохого в Норвегии, это человек проклятый, должен быть, у него нет ничего святого, это путинская страна, дело работы, и вместо через религию, через христиан. Русских надо тушить везде хорошего, из них тушить первыми. Хорошие, конкретно, да. Джугашвили на тебя нет, говорит, чья-то сестра, говорит. Чья-то сестра. Да он. Her бушуныш. Шун биш булгаски буй, ваш бушунош. Her подонг шишунош. Джугашвили на тебя нет, бож. Да, это... На меня, может, его и нет, но я тебе гарантирую, на вас, на таких, как ты, дербу, ночи матая сдоху, дербу. А ночи мяется рох, ночи лари, а я за децер. Ну, я уверяю тебя, Дел Мула, этот Путин, этот Сталин расстреливал тех, кто его поддерживал. Дел Мула вас всех, он с вас и начнет, и вас будет расстреливать. Дел Мула, вот те, кто его поддерживает, он с вас начнет. Дел Мула. Ну, хи махбол шума мяцеро, цунде айох косоме гердуй. Что будет тем, кто пошел на выборы за Путина в Европе, не знаешь, Маждат? Нет, я не знаю, что будет с ними. Ваш друг здесь, помните, который тут вы мне тут доказывали, тут есть один чувак, полукиллер Закаевский, которого мне прислали, как его Цуцуев, или как его Мансур Цуцуев, или Магомед Цуцуев, там, как обычно, у него 500 документов, 500 имен. Он ходил, голосовал, я видел видео, ну такой, ну как и положено, да. Все, кто на меня делают нападки, рано или поздно выясняется, что они подхолопные или прорусские, понимаете? Так что я вам буду как ориентир, смотрите, да. Если в меня летят стрелы, значит это подхолопники и прорусские, да. Денег дай, говорит. Отработать не хочешь, денег дай. Куда ты пришел, да? В благотворительный фонд попал, что ли? Чуаш альчам, предатель, оскорбление санумду и все. Из-за предателю, преступнику из. Шиқом емарцегу из. Раскш мелвелек. Шиқом емарцегу. Предателю, преступнику. Просто чуаш уисагуати, газю, жадул ждать. Есть конкретно
Они такие русские, как Аптинден. А? Бадай русский бихавеншлуешь. Это агония, рашки, все будет Ичкерия. Ян, конечно, у России дела очень отвратительные. В этом, конечно, спору нет. Но я не вижу агонии. Я не вижу того разлада, который говорят. Но я вижу, что хотят имитировать разлад, чтобы сменить элиту, сменить Путина. Путин еще, видимо, не дал на это согласие. Конечно, это делается только лишь согласие Путина. Никто там против Путина не идет. Там все коллегиально решать. Путин на это пока, видимо, согласия не дал. И никакого разлада ни в учреждении ФСБ, ни в других их учреждениях я не вижу. Наоборот, я вижу только мобилизацию, объявляются. Вот если исходить из того, что сейчас вот эти Легион Свободы России делает, заходя на территорию фашистской России, против выборов, ну, фактически привлекать внимание к выборам. Это событие делается таким важным, таким удостаивающим внимания. Ходорята, Ходорковские, эти Навальнята. Абсолютно. Я не понимаю просто, как Запад их держит, как их вообще здесь можно оставлять. Ходорковский открытый империалист. Пономарев такой же империалист. Вот этот тоже, как его, Цезарь, это тоже империалист. Они открыто играют на руку Путину. Они открыто поддерживают Путина. И все равно всех устраивают. Все молчат, не обращают внимания. Как такое возможно, друзья? Я не знаю уже, да, кому верить, куда смотреть, кому доверять. Абсолютно непонятно, что происходит. Абсолютно. Так, 30 лет прожил в России, переехал в Грузию. Нас совсем понимаю, что скоро будет бардак. Блин, эти гнилые хотят добыть народ России. Вас всех изменников и предателей расстреляют. Алико, ну я думаю, ты тоже не уйдешь от этого. Правда, я не предатель и не изменник. Понимаешь? У нас, у чеченцев, это вообще самое последнее дело быть предателем и изменником. Поэтому кто за Россию, тот предатель и изменник. Чеченец не может быть за Россию, понимаешь? Чеченец, по определению, если он чеченец, он не может быть за Россию. Понимаешь? Если он за Россию, ну, есть вынужденные обстоятельства, это все смягчающие обстоятельства, это мы тоже все учитывать и будем потом учитывать. И амнистировать некоторые будем. Но нельзя ни в коем случае переходить добровольно сердцем за фашистскую русню. Чеченец не может этого сделать, потому что он после этого не чеченец, понимаете? Не чеченец. Большего врага, чем имперская русня, у чеченца никогда не было, и, по всей видимости, больше уже не будет никогда большего врага, чем имперская фашистская русня. Понимаете? Поэтому я понимаю, что там меня приговорят, там расстреляют, там яд намажут, что-то вы там собираетесь делать, уже деньги заплатили, я все это знаю. Но не предатель. Не предатель. Хотя, что бы вы ни говорили, какая разница? Какая разница, что бы вы ни говорили? Тут только Хаджук и Туап Аслан. Да, да, в переносном смысле, да, согласен, конечно. Может, за РДК стоят влиятельные олигархи, а может стоят, а может не стоят.
Да, Мулаша, мы не забудем, никогда не напомним, когда придет время. Да, Мула, свой чужой мы не будем считать за человека, за людьми. Да, Мула. Так. Ой. Сегодня день такой длинный получился. Асан, скажите, пожалуйста, все говорят о 3 русских батальонах, но никто не говорит об ичкерийцах, да? Фердинанд Арагонский, да? В чем вопрос? В чем вопрос? А? Пока РДК и другие не признают независимость вчера, они для чеченцев, они все одной упряжки. Абсолютно так. Абсолютно так. Что такое дац? Они тоже воюют. Да, воюют, да. Говорят, воюют. Есть даже видео скидывали. Но это добровольцы. Это не ичкерийская армия, они не могут быть ичкерийской. Юридически они не могут быть. Юридически они могут быть уполномочены быть представителями ичкерийской армии, только если легитимная законная власть в лице нашего президиума их на это уполномочит. Если они не уполномачивают, самозванцы в лице Ахмеда Закаева и им подобные не имеют права с липовым, ненастоящим гербом, не пятиконечной звездой, а девятиконечной, как должно быть, не с липовыми этими гербами, они не могут представлять Ичкерию. Да, это чеченские добровольцы, да, они герои, они бойцы. А вот тот, кто их отправляет, это совсем уже другая история. Но они говорят, что ичкерийская армия. Ну, они говорят, что ичкерийская армия. Я могу говорить, что, например, государственное телевидение Чеченской Республики Ичкерия. Я стану государственным телевидением? Не стану. Понимаете? Я могу сказать, что я директор Департамента государственной безопасности Чеченской Республики Ичкерия, потому что я занимаюсь разоблачением, анализом многих событий и довожу это для своего населения. И Департамента госбезопасности я не вижу на просторах чеченского общества, я не вижу работы этого департамента. Никаких департаментов я не вижу. Я могу, например, сказать, что я такой. Сказать я могу, но я не являюсь таким, понимаете? Вот о чем речь. И это нисколько меня не ущемляет. Я не считаю, что я должен, если я делаю работу, которую делает Генеральная прокуратура, Департамент госбезопасности и государственное телевидение в одном лице, если я это делаю, это не значит, что я и меня не назначают, и я эту должность, я чем-то ущемлен или я должен на это обидеться. Нет, я делаю для своего народа, я делаю дело для общего нашего блага. И они это дело делают. Меня обманывали те же закаевцы, когда я эту работу делал. Понимаете? Меня обманывали. И их тоже обманывают. Я это понял, осознал и отошел от них. Я надеюсь, они тоже поймут и отойдут. Понимаете? Вот в чем дело. О, генерал. Дудайс Мааллервига, Мусо, каждый чеченец генерал. Так, Маш Воль, Тамерлан, Воль. Делесла Маршал Воль. Почему Макрон начал делать громкие резкие высказывания и выпады в сторону России? Ну, я полагаю, что войска НАТО уже на территории Украины. Если они говорят, мы туда пойдем, мы туда там это сделаем, я считаю, что они уже там. Вот почему делается. НАТО вступает в войну. Россия так долго кричала, там НАТО, там НАТО, там НАТО, что в конце концов, НАТО туда пришло. И сейчас наступает время, что вот как Путин говорит, что надо эти санитарные зоны создавать и так далее. Он сейчас к границам подгонит все свои силы, все ресурсы. Те, кто находится на территории Украины, они займут оборону и будут
держать, окапываться. И внутри России Путин начнет массовую мобилизацию и массовые чистки. Все несогласные, все, кто написал комментарий, все, кто сказал, все на фронт, расстрел на фронт, расстрел на фронт. Вот что ждет сегодня Россию. Вот к чему. Ну, об этом мы говорили уже сколько лет. Все наши зрители канала Реалити, вы прекрасно знаете, что мы это уже много раз писали, говорили, предупреждали. Все откладывалось, откладывалось, откладывалось. Дождались. НАТО принимает участие уже. Я убежден в этом. Я убежден. Поэтому Макрон об этом говорит. Я думаю, и Германия вступит. Ну и все вступят, и да, Украину будут вытягивать. Потому что вот то, что сейчас делает Украина в лице ГУР, у меня никак это, ну, у меня нет этому объяснения. То, что тогда Пригожина Кирилл Буданов поддержал, который не был мятежом. Это смешно было говорить. Это не может такой высокопоставленный человек говорить такие вещи. Это смешно, даже и мне это было смешно. Рядовому человеку, который анализирует информацию, которая есть у него только в открытом доступе в интернете. И тогда произошло тоже, туфта произошла. А эта туфта с Пригожиным, она произошла, ведь не просто так, и Пригожина накачивали, многие месяцы накачивали его авторитет, Шойгу дай снаряды, там он показывал, что он недоволен властью, там третье, десятое. Это все был спектакль. Тогда я даже понимал, что это спектакль. Я не мог понять, почему он это делает, но было понятно, что это все наиграно. И еще сбивает с панталыги, как говорится, да, жаргоном выражая, жаргонным выражением, сбивает тебя полностью, дезориентирует, когда люди, которые являются профессионалами, и ты им доверяешь, когда их позиция абсолютно противоположна твоему наблюдению. Ты думаешь, ну, может, я что-то не знаю, и потихоньку соглашаешься с ним, потому что, ну, это же как бы на твоей стороне человек, одно дело делаем якобы, а в итоге получается совсем по-другому. Получается, что все-таки, может, не одно дело делал. Я не могу объяснить это поведение. Некомпетентность это может быть. Его ввели в заблуждение, может быть. Может, еще там сзади что-то там такое супер какое-то. Но это супер какое-то, оно же должно скрыться где-то когда-то. Вот с Пригожиным этот случай произошел. Где профицит, доход, польза, где? От того, что вот накачивали, показывали все украинские каналы, цитировали, показывали Пригожина, какой он герой. Это позор просто. Человек, который убивает украинцев, не сходил с экранов украинцев. Понимаете? Это деморализует украинского воина. Это деморализует нас, которые поддерживают украинских воинов. Я поддерживаю только украинских воинов. Вот уже у меня так уже дошло, что я вот только непосредственно, кто воюет, искренне кто воюет, я их поддерживаю. Вот у меня до чего дошло. Потому что я не могу понять, кто здесь, за кого, что здесь делает. А сейчас тоже зашли, не проводите выборы. Ходорковский, Навальный, Легион Свободы России, все они говорят, обратите внимание, у Путина выборы. Вместо того, чтобы сохранить полное молчание, полный игнор, как они любят это делать. Никаких, вообще никаких вещей. Никакой пользы для Украины я не вижу в этом. Я вижу, что Путина раскручивают, что, смотрите, до того Путина народ поддерживает, что зашли русские вооруженные добровольцы с аналогией, еще раз вам напоминаю, с аналогией русской освободительной армии Власова. Зашли, попытались поднять русский народ, а он не поднялся. Даже была такая провокация. Вы хотите сказать, потом Путин будет доказывать. Его же не признают легитимным. Его признают такие же, как он, имперцы и террористы. Это Хамас и Эрдоган. И вот такие же его признали. Цивилизованные, нормальные государства его не признали. Как эти выборы законными. И слава Богу, наконец-таки Запад не признал его. Хотя все это время признавал тоже
большая ошибка была. Ну вот теперь возникает вопрос, говорит, да ты нелегитимен, кто ты такой, пошел ты к черту. Он говорит, как это, я нелегитимен? Да вы посмотрите видео, очереди стоят по всей загранице, во всем мире люди в очередях стояли. Это те, которые в полдень пришли проголосовать. Кстати говоря, это очень удобно было спрятаться тем, кто хотел голосовать, но боялся идти на голосование, потому что сразу обвинили бы, что он за Путина. Его бы там сфотографировали бы и так далее. А Ходорковский и Навальнята вот этих своих людей как бы объявили, и там реально были, наверное, те, конечно, были, в этом, конечно, не стоит сомневаться, что которые были против Путина. Но покажут картинку, что все стоят в очередь, даже за границей. Понимаете, вражеской за границей люди толпами идут поддерживать Путина. И Путин сказал спасибо. И Ходорковскому сказал, и Навальнятам сказал, и всем сказал. И вот сейчас эти добровольцы пошли так, чтобы ни в коем случае, не дай бог, русский народ их поддержал бы. Ни в коем случае. Поэтому нужно их сравнить с власовцами. Аналогию провести с власовцами. И не призывать русских подняться. А вот поговорить про выборы, привлечь внимание выборы. Скажите мне, где польза Украины в этом? Где наша выгода в этом, скажите? То, что есть бойцы, русские бойцы, которые сражаются, вообще к вам вопросов нет. Молодые, которые сражались и ранения получаете, вы меня должны правильно понять. Я не имею в виду вас, парни, которые сражаются. Русские парни, которые пошли на свою русскую территорию и там сражались. Или кто у вас сейчас в Украине, вы там на территории Украины сражаетесь. Русские, россияне я имею в виду. Русские украинцы, для меня все украинцы. Крымские татары украинцы, чеченцы украинцы, все, кто у вас там, ваши граждане. Это для меня украинцы. Я говорю про русских, россиян русских. Вы герои, если вы реально боретесь за свою страну, за свои права, за демократию и так далее, и не являетесь имперцем. А вы не можете быть имперцем, если вы боретесь за Украину. Потому что Украина ведет антиимперскую войну. Поэтому к вам вопросов нет, и вы все для меня молодцы, герои. Мне непонятно вот сама система, для чего это делается. Кто этот супер умный гений, который приводит к этому? Ведь теряется время. Пригожина накачивали месяцев 9-10 под Бахмутом. Делали из него героя. Потом отдали ему этот Бахмут, чтобы из него сделать героя, чтобы его в русском народе поддержали. Но это все туфта была. Никакой народ его не поддержит. Да, были люди, которые надеялись, что он что-то сделает. Но поддержать его рядом с ним стать никто бы не посмел бы. Не посмел бы. Понимаете? А нам сейчас хотят преподнести такую тему, что вот сейчас они зайдут, потом на Кавказ пойдут. Зачем на Кавказ идти? Мы на Кавказ. Идите на Москву. Не идите на Кавказ. Пожалуйста, вот этим, кто там на Кавказ хочет идти. Не идите на Кавказ. Идите на Москву. Зачем вам на Кавказ? Там ничего не решается. Все решается в Москве. И денег там много. Идите туда. Частью России нас не надо делать. Пожалуйста, от Илаш Духдераш. Как-то так, да. Давайте еще ваш комментарий прочитаем. Путин будет воевать до последнего русского, а потом начнет и до последнего чечен. Так что нужно нам всем сплотиться и бороться против России. Максим, абсолютно я согласен. Но смотрите, что Путин будет воевать, вот с этим я согласен. Нужно ли нам сплотиться? Ну, я не вижу особой причины нам сплачиваться. Вот почему я вам объясню. Дело в том, что в 18 году, когда вы, русские, расстреляли царя, там его всю семью, и пришли к нам и сказали, чеченцы,
те, кто вас много лет, много годов, веков уничтожал, угнетал, мы их расстреляли, в том числе и детей. Это ваши большевики нам сказали. И среди нас были большевики, которые тоже верили в коммунистической идее и так далее. И чеченцы, а мы, чеченцы, простой народ. Если наш угнетатель убит другими, значит, как минимум, он наш не враг. Мы так это думали. Мы сказали, хорошо, мы поддержим большевиков, белых, а вы нам сказали, мы вам дадим. Не просто так было. Мы вам дадим землю, не только вам дадим, чеченцам. Это ваша земля, вы нам говорили. Это ваша земля. Мы своим холопам, рабам, которые вчера были рабы, даем землю крестьянам, заводы рабочим. Мы это все раздаем. И все вначале так и казалось, несколько лет ведь так и было. Это ленинская вот эта революция, она привела к определенным свободам, которые при царском режиме не были видны. Реально расстреляли царскую семью, и мы вас поддержали. Но уже в 20-е годы большевики начали забирать власть, чеченцам начали говорить, нам нужно быть в составе большой России. Мы сказали, подождите, нам сказали, что мы можем жить свободно, без России. Мы хотим свое государство, жить по своим законам. Нас начали убивать, репрессировать. В конце концов, к 30-м годам, мы к большому массовому вот этому террору, мы подошли уже уничтожены почти совсем интеллектуальным нашим сословием, полностью вырезанное. Все умные, достойные, уважаемые, все были вырезаны. Образованы, все. Кого можно, сослали. Но это было и на России тоже, поэтому вам это знакомо. Далее что произошло? В 91 году, потом Сталин нас репрессировал, мы всех хотел уничтожить, как и тот же царь. Также и Сталин нас хотел всех уничтожить. И не один Сталин. Если я говорю Сталин, если я говорю царь, я не имею в виду, что царь это только царь хотел сделать. Нет, это хотела Россия сделать. Это русский народ хотел сделать. Ну, русское руководство хотело. Народ России не решает. Это правда. И потом при Сталине. Это делали те же КГБшники, тоже руководство. Опять же, народ, конечно, ничего там не решал. Ну, был исполнительным, прилежным, хорошим исполнителем был. Воли партии и так далее. Потом в 91 году нам Ельцин сказал, вы знаете, что Белый дом защищал Шамиль Басаев? Вы знаете это? Демократию защищал Шамиль Басаев. Шамиль был демократом, большим ярым демократом, сторонником вашей демократической России. И потом нам сказали, берите суверенитет, вот, берите, не берите, мы уже государство объявили, все, мы жили себе припеваючи, все у нас было хорошо. Потом сказали, подождите, чечены, вы что, опухли что ли? Какая свобода? Зачем вам свобода? Не, мы решаем, мы, русские, решаем, как вам жить. И утопили нас в крови снова. И царь, и красные, и демократы, все нас топили в крови. Поэтому с вами, вот я почему объясняю вам, Максим, чтобы вы на меня не обижались. Почему я не хочу с вами ничего иметь. Что если нормальный человек, он должен меня понять, если я так объясняю. У нас есть горький опыт, горчайший опыт, чтобы вы понимали. Мы не хотим с вами коллаборационировать. Мы готовы вам не мешать, мы готовы вас поддержать информационно, заключить с вами союз какой-то, но без совместных каких-то действий. Без совместных действий. Или если даже будут совместные у нас действия между русскими и чеченцами, то так, чтобы мы от вас не зависели по итогу, потом, чтобы, когда мы закончим вот этот процесс совместных действий, чтобы не получилось так, что вы будете решать, как нам дальше жить. Вот это нас не устраивает, потому что опыт просто отвратительно у нас. История показывает, что очень плохой опыт. Причем, Максим, вы можете быть искренни в своих побуждениях. Вы сейчас, когда нужна помощь, да, как говорится, как в той пословице говорится, пока крестится, пока гром гремит, что ли, вот приблизительно, как так это, по-моему, звучало, что как гром перестает сверкать, молнии сверкать, все, ты уже креститься перестаешь, потому что уже не страшно. Поэтому, может быть, вы сейчас искренне, и может вы и останетесь, Максим, искренне.
А вот другие, кто будут управлять русскими, они скажут, а подождите, а что с ними сейчас? С ними сейчас контрибуцию им платить, выдавать наших преступников, которые творили. А ваше все военное и ФСБшное руководство, вся ваша элита так называемая, оно совершало геноцид чеченцев. Вот какие у нас моменты могут возникнуть. Поэтому просто союзники, вот, временные ситуативные союзники. И вы с условием, что вы признаете наш. И то, вот эти ситуативные союзники мы с вами, вот в этой ситуации, если вы признаете полное наше право на свободу и независимость, нашу Ичкерию, что вы совершили преступление против нашего народа и государства, как сейчас против Украины совершаете, вот в таком случае мы готовы с вами не мешать вам. Мы готовы не мешать вам. И вот как я информационно вас поддержу, прямо, честно, лучше я вам честно, вы знаете, вам кадыровцы будут врать, говорить, что мы там за Россию, там третье, десятое, потом вот разные другие за вас, которые там, Абти Алаудинов, они будут вам врать, а я вам врать не буду. Это тоже должно вами быть оценено, как минимум. Да, это может быть неприятно, когда не хочется там слишком дружить и так далее. Причем лично к вам, Максим, опять же, у меня никаких вопросов нет. Я про историю говорю, которая есть. И вы это должны понимать. Мы, чеченцы, очень, очень смотрим на нашу историю. И с дагестанцами у нас сейчас возникли очень нехорошие моменты, вот в эти войны. И это тоже в истории останется. У нас вдруг с собой то, что вы нам принесли, Путин, ФСБ, то, что вот сейчас нам принесло, на 100 лет, я вам клянусь, вот месяц Рамадан, я вам клянусь, на 100 лет, если не больше, вы нам вбили в клин. Через 100 лет чеченцы, внуки, правнуки сегодняшнего будут убивать внуков, правнуков, тех, кто убивал их родственников. Вот такие мы. Вот у нас такая особенность. Это наша скрепа. Как-то так. Поэтому давайте вместе разбираться и приходить к какому-то знаменателю, ну так, чтобы среди нас были гаранты. Украинцы это будут, американцы это будут. Лучше всего американцы, потому что с украинцами вы особо не считаетесь. Пусть это будут американцы, пусть это будут немцы, пусть это будут англичане, французы. И французы не надо. Пусть будут это немцы или англичане с американцами. Да. Как-то так, как-то так. Так, давайте почитаем комментарии. Да, мула, Дима Бимба, да, мула. Все будет Ичкерия. Вы русских шакалов убивали в 90-х, спрашивает Биллион. Я не знаю, что такое русские шакалы. Я знаю, что в 94 году русские оккупанты пришли на нашу землю. И да, чеченцы воевали против них. И неплохо так поубивали. Ну и, конечно же, и русские очень много поубивали наших граждан, в том числе наших русских. Русские оккупанты. Да, русские оккупанты убивали. Как сейчас их убивают в Украине. Оккупант, он законная цель. Международное право рассматривает их как комбатанта, оккупанта, и его можно уничтожать. Это правда. Да, помню «Справедливый человек». Да-да, были разные.
Когда было 14 лет, всегда говорил, что если Америка с Китаем договорится, как разделять это, тогда будет всем. Я не пойму, надо больше Китая бояться, у них граница с Россией. Так, хорошо пропиарили Путина. Да, получается так. Сейчас там посмотрите, пишут мне, посмотрите, там их конференция была и так далее. Так, я и конференции смотрю, и людей анализирую, что говорят, каждое их высказывание, и потом и я на действия смотрю. Говорить можно все, что угодно. Причем я убежден, что среди вот этих русских добровольцев есть абсолютно искренние люди, которые борются за права своих русских. Абсолютно я в этом убежден. Я не знаю ни одного из них, но я знаю, что там они есть. Понимаете? Потому что не может не быть. Но речь ведь не об этом. Также и вот эти ребята, чеченцы, которые представляются, они ведь тоже искренне, я верю, что они искренне борются. Но кто ими управляет? Закаев, вот куда их ведет. Вот что вызывает у меня вопросы. Я должен это поделиться своим чеченским народом. Так. Так. Чеченцы в истории уже сплачивались Максима, Ивана и знаем, чего это нам стоило. Все, теперь грести свою тонущую лодку. Грести будете, то лодку будете сами. Здравствуйте, Сержницкая. Это был Шамсад. Так. А сам все будет Ичкерия. Дал мула, Дим, дал мула. Империя только всегда понимала силу во все века. Нельзя с империей договариваться. Да, самое главное, Борис, что сейчас правильно расставлены акценты. Это самое главное. Если правильно стоят акценты, то значит направление выбрано правильно. Все, детали, потихоньку все будет налаживаться. Россия ведет империалистическую войну. Это все четко зафиксировано. Это сказал не кто-нибудь, это сказал наш канцлер Шольц и директор ЦРУ. Поэтому это самое главное. Что главное, что вот эта имперская тема, она будет забиваться. Так. Ассаламу алейкум. Будущие черкесы, братья Минохчи, потомки шейх Мансур. Алейк салам, черкес. Алейк салам, брат. Я помню, как русскую бабушку свои же русские застрелили солдаты за то, что она сказала «я за чеченцев». Да, такие были случаи. Они считали, что если ты живешь всю свою жизнь рядом с чеченцами, и если ты к ним хорошо относишься, то ты предатель русских. Представьте. Да, такие случаи были. Как мы это любим, лезть, субханаллах. Арон, я не могу понять, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что тебе не нравится Закаев и чем-то не занимаешь, что делаем, чем-то занимать, а что делаем мы? Я не знаю, Арон, что ты делаешь. Я делаю намного больше для чеченского народа, на мой взгляд, чем Закаев
сделал за всю свою жизнь для чеченского народа. Извините, что это не скромно, но я тебе гарантирую, что я не нанес такого ущерба, который нанес Закаев. И дело не нравится мне или не нравится Закаев. Я человек, который поддерживал Закаева. И можно сказать, даже вывел его в то, что сейчас его на Западе поддержали. Понимаешь? Потому что я его на Западе толкал всем, рассказывал, как его нужно поддерживать. Это во-первых. Во-вторых, нет у меня никакой личности, приязни или неприязни к Закаеву. Закаев делает античеченскую деятельность. Закаев делает то, что выгодно Кремлю и русским. Всю свою деятельность. Вот на этом точка. Все. Можно дальше больше не обсуждать. Не люби, Арон, лезть. Не люби. Не люби. Лезть дикумяцон. А как использовать он и трюк? Не попадайся на эти трюки. Так. Зеленский сейчас с Ермаком сливает Украину. Как можно было Залужно поменять на мясника Сырского? Ну, я не знаю, Карина Карине, что вы имеете в виду. Но я не думаю, что Зеленский сливает. И Зеленский пока делает то, что должен делать. Прощать можно, но только после суда над всеми преступниками, после наказания всех виновных и раскаяния их детей. Только тогда можно прощать. Максим, вы отлично меня поняли. Спасибо вам большое. Абсолютно вы меня правильно поняли. А что в России не живете? Уехали далеко от нас и говорите что-то против своих же топите. Живите в России, высказывайтесь тут. Ахмад Силас. Ахмад Силас. Очень приятно вас слушать, говорит Дмитрий Куликов. Дмитрий, вы, наверное, и русский еще, да? Нравится слушать, это не лесть. Спасибо. Я не сторонник Закаева, но он один из старых соратников Дудаева и участвовал во многих событиях. Он вокруг этих событий участвовал, как сейчас он там пытается что-то имитировать. И он не был никогда Дудаевым соратником. Дудаева соратник был Аят Идигов. И все знают, что он не был никогда Дудаева соратником. Его к Дудаеву привел Дудаева племянник Муса Таипов. Вот вся его соратничество и дружба была это с племянником президента. Вот таким образом он оказался рядом. И все. Мадейтиш, Мадейтиш, давайте я тут не нагоняю ни на кого жути, никого не обманываю, никого опорочить не собираюсь. Где выгода мне для этого? Да, понимаете? Я не претендую ни на какую роль. Наоборот, я говорю, что вот президиум, идите туда, поддерживайте президиум, вот легитимная власть. Я не говорю, что Закаев плохой, а я там супер туда и так далее. Нет, мне это не нужно. Я это делаю для своего народа. Все, громко это, не громко, извините, просто одно и то же повторяйте. Вы не нашли за все это время ни одного мотивирующего моего признака, кроме того, который я вам постоянно декларирую, и который есть реально. Понимаете? Нету ни финансовой, ни властной, ни какой-либо другой заинтересованности у меня. Только от безысходности своего народа я начал этим делом заниматься. Вы думаете, мне это надо, это нужно, вам всем это нужно? Почему вы всем этим не занимаетесь? А? Почему я 10 лет, 5 лет с этого экрана кричу вам, Хадуилиш, кто-нибудь, совет дайте, совет, подскажите, кто есть кто. Все огромную информацию владеют и тихо сидят. Что будет с Асланом, посмотрим. Засланный он или не засланный. Кончат его или не кончат. Ликвидируют его или посадят его. Дома родственников убьют его или не убьют его. Вот все сидят и наблюдают. Которые владеют информацией. Владеют. Понимаешь? Когда ты подходишь им, говоришь, а где информация? Дай мне информацию. Он эту информацию, как будто она его собственность. А это не его собственность, это всего народа, наша история. Ты должен ее выкладывать. Мы должны знать, кто есть кто. Мы должны
знать, куда нам идти. Нет, никто не дает информацию. Из-за того, что мы все равно не сдаемся, идем, из-за этого еще меня ненавидят теперь. Вместо того, чтобы меня поддержать, теперь они меня ненавидят еще. За то, что, и причем это даже не враги. Это люди, которые были на этой стороне, но потом сейчас отошли от дел и теперь не знают, как вернуться. Потому что еще неизвестно, как повернется. Выиграет Путин, не выиграет, продолжится, не продолжится. Хотя уже давно пора спрыгнуть, все уже с этого забора. Уже туда больше не повернется история. Все. Идем на запад, Дион. Ты всех врагами называешь. Кого я называю врагами? Тебе давали советы, на тебе дела не было. Кто? Назовись, Хазбулат. Назовись, кто мне давал совет. Какой ты мне дал совет? Давали совет. Какой мне совет давали? А? Никто не давал советы. Тява лилар сохвеч. Амилу вожу свигар ночматла олазар. Свигар информация, яки свигар сун запись, яи сун ца подлость я бит цаоларк. Ца веларк сун, не оства ца веларк. شاوي قادات نخل ولا هيت ويرو هيت زغسيت ويرو بوش حويش عش درك شو شادش ينزع حويش عشدو انت قلت لي ليسون دات اشتوي واتي. Ну ладно, изам, шу проблем шершен, лук дарыш. Дева, со адвитиш, на ости дати, хотя бы су ноулу маеш. Идох ук дукшун. Наши голоса ничего мировой политики не значат. Конечно, не значит, особенно если этих голосов нет. Хазбулат. Проблема в том, что этих голосов нет. Понимаешь? Где-то в WhatsApp, где-то в группе ты написал, потом пошел, написал какой-то текст, мощный такой. А потом пошел кушать джишгалнаш, и это заканчивается. Оттуда это не уходит. Или где-то в Фейсбуке сидят, еще что-то делают. Ну, кому мадар дадишь? Никто ничего не делает. Все решают Кремль и Белый дом был. Хазбулат, конечно, решают. Кремль там ничего не решает. Решают и американцы, и другие решают. Но мы же должны о своих правах говорить. Мы же должны отстаивать свои права. Нет, не советую. Основной тебе совет, главное, гилка маула. Дела со гилках цаугер, чаугш мау, да, со угар мауац гилках. Но гилк бог, да, кузахара спекулировать садеша, кузахук, года диешду. Ките шо? А? Шушая вега шейц гергал нахларбеш, шашларбеш, истадоль ашмадуй, уй, бойлаш, иста бойлаш, иста цебойлаш, цебош у нас. Ишт ашмадуй, шудуй. Так, ишт аш вочун хотя бы, да, годейвей, дош элевей, я хотя бы тяр тунч матуривей, ишт хумда мадизи. Шевега сунама, сун уже все равно ду. Шен ла тунч де шен лу агадиц. Бадик дич уже. Сун гуш вега не острылш вег сун гина хагуч валла. Видишь? Вишта сун танигер ума цевиш. Валлахи цевиш. Валлахи цевиш. Уиш хена сун цахилла. Уиш хена. Сун уиш мац уишер. Закая милу ош хена уишер сун. إنتني شو ذكاء ملو حتى أولر قيتي شو غرج الحقوش نعباتر آية دورتا دوتش عشوك آية ديت سوازي ويلر قميلش دير آية ديت активно бол беш сагарж митинг шеш волшвик ذكاء гир حسين إسخانوس ديك информация, чуилер сун, закая сан гуа уатсон, закая сан о нисне гуа уатсон, и сан о чаколши, гуа уатсон бош. А знаете, что они мне сделали здесь? Это тоже не просто так было. Моя активность была замечена, и здесь Владимир Попков живет у нас в Гамбурге, русский один. Он снял помещенница, это они все вместе организовали. Снял какую-то комнатушку, туда привезли, поставили фотографии, преступлений, совершенных против чеченского народа. И мне Хусейн Исканов сказал, там сделается, вот это делается выставка вот этих памятников.
сходи туда обязательно. И приехал Докудаев Ахмад, Магомед Милуар, Исмаилов Умар, и еще там пара человек с ними было. Вот из этой, все это закаевские. Меня пригласил сопровозащитнику, юристу, адвокат, Болбина Убош, сатем мою освючек. Первых дней войны преступления мою освючешь. Этот Владимир Попков снимает вот это помещение. Они там выставляют вот эти фотографии. Я туда прихожу, фоткаюсь, знакомлюсь. Еще им денег дает мой отец, какие у него были, все собирает. Дерез Хуйшенбош. И таким образом они меня заманивают. А все настоящие ичкерийцы, они в сторонке сидят. Им некогда. Они в подполье, пока опасно дать. Дегмадуигар, сорил каура, сумбех мобиль, соцани нума элгер чуацу. Ну сунум мабех. Сунум мабех. Со адвит. Сейчас вот диет, вот садисун. Сани герцадис. Вид все просто. Дать, юсун, иштвуи, со иштвати, мажьяти, хардуй бош. Надо лишь дичь, дух ардить. Вот меня заманили в эту ловушку. Я смотрю, деятельность идет. Я с Аядом Идиговым связывался. Несколько раз по телефону разговаривал. Там какие-то бабушки были. Вот эти там две какие-то есть. Вокруг Аяда Идигова. Я уверен, что они тоже работают во вред Ичкерии. Вот эти две бабушки. Там есть какие-то две просто отмороженные напрочь, две бабуси. Они на меня, а я-то не знаю, кто Закаев. Я думаю, что это все здесь. Я вообще не думал, что есть здесь предатели. Я думал, если здесь есть предатели, вы все соберетесь и придете ему и по носу будете ему стучать. А предатель, куда кайфешь? Давай иди отсюда. Никто никому по носу не стучит. А когда я разоблачать начал, тут такой, это КГБшников, которые меня хотели вербовать, ГРУшников, я когда это начал говорить, такой хай поднялся, такой люди приехать, уехать, встретиться, гулх, на родителей, на мать, на отца, выходы. Какой ажиотаж был. Я разоблачал агента российских спецслужб. Представить, да? Агента российских спецслужб. Такой хай поднимает агентура. А мы сидим, нас нету. Мы сидим, нас нету. Понимаете? А таких, как я, может быть, было много таких, как я. Кто-то плюнул, кордадин дать, рам, дошма дацаль. Кого-то депортировали. Вы знаете, сколько на меня заявлений написали? Закаев и их окружение. А? Вот эти люди, которые вот вы видите некоторых, они писали заявление на меня, что я засланный, присланный, там, ООН писали, везде писали. И если бы я дал слабину, если бы я где-то ошибся, где-то хоть что-то было бы зацепиться, что я связан с российскими спецслужбами, все, я был бы отсюда выкинут к чертовой матери. Как выкинут был Магомед Гадаев из Франции. И что было с Магомедом Гадаевым, мы знаем. А что было со мной, было бы со мной, я тоже знаю. Уничтожить Значит, если я об этом говорю, я плохой, а если из-за спины они меня, других уничтожают, я, значит, хороший. Значит, они хорошие, значит, получается, если они меня уничтожают и так далее. Орех замкнутый кругью. Здесь люди работают во вред чеченцев. Уничтожается чеченское, не дают создать чеченское гражданское общество. Понимаете? И все это из-за нашей пассивности, из-за некоторых людей пассивности. Да, кто-то не знает, кто-то работает. Люди есть, которые не переставая работают. Бесспорно, в этом вообще даже разговора нет. Но многие-то могли собраться, объединиться. За все это время, почему Закаева вы не объявили публично? Один аят пишет, вот все время он там пишет, там документы приводит, 3-10. А вы ему говорите, башт бабиез, надо объединяться, башт цахулитавой. С кем объединяться? С кем? Тогда, а зачем тогда я этим занимаюсь? Вы меня извините, тогда зачем я это делаю? Если я потом буду объединяться с теми, кто нас предает, кто предает интересы нашего народа, кто сдает нас, уничтожает.
Вот так меня закаевцы закрутили. А Идигов, рядом с Идиговым, вот эти две бабуси, вот эти две бабуси такое на меня гнали. А у меня нервов не хватает. Особенно взрослыми я ругаться не люблю. Я их отключал, блокировал. Потому что я не верил. Они говорят, Закаев, потом уже, Закаев, он целой Закаев. Закаев, он целой. Целой здесь, сумми червой Закаев. Аж Алисию Закаев. Милу худу. У Идигова в Facebook странице и на сайте есть эта информация. Кто такой Закаев, что делал. А ты задаешь эти вопросы. Хусейну Исхану задаешь. Другим задаешь эти вопросы. Они тебе доходчиво объясняют. Нет, нет, Бог патриот. Просто у Аяда тяжелый характер. Он там на своей волне, там, 3-10, халсагу. Так, ты привык верить. А сандвич сага вышух, хар ишту богш. А? Вац. Он вац хайшун. Он альч и безопасно доцдель вац. Видишь что? Багдек дитивай. Безопасно доцдель. От ашу шавега. Туам бинаш от ашбу. Туам цабинаш от ашбу. Потому что это небезопасно. Зачем? Ну что вы сделаем? Разоблачили Закаева. Дальше что? Что вы дальше что? Химома дайте. Иштум жду. Вежери. Соцанина ума элгер чуац. Цанина ума элгер чуац. Соцанина ума эйс ума дина бог шуацо. Просто эйс динак сунт иматети. Сунт со хар иштуй виштуй бо. Сомавитиш. Не остехила, не остехил. Цахила просто иштуй. Отцу нисца эйлари. Американский. Байрк юи. Унядинак юи. Так, шешца дейгайт иштах бохкас. Хал динашца дүйц. Хал динашца дүйц. Hiç бовай. Хал динаш бу заслуг шолша бу лазина бу цадаум доч берша бу. Бойш бу. Инвалидный коляски что аш бу. Кюкш квукш доч бу. Бойш вообще. Темлош вообще бог ждать. Вообще сопроводозащитные организации. Темлошан года ильна нюис. Аж устав хаильча опубликованный из гуштушин. Именно ветераншам, боевых действий, беженцам от боевых действий. Цен года или не сопроводозащита. Цен асума бог ждать. Ас бог ждать, идея да ушпеш, бубючпеш. Закаев сан результат я швац бо дерват. Закаев сан расхшан результат я цавац хомбадек диза. Россия, ну герой России цун елча соцсетию ирмовац. Иже еллячилча хомбадек диза. Мадар дитивай, мадар. А сохарц валаха игнорировать совеш. А связи доли детектор жити публично проверить дает. Я шват висо. А ица ол эл метк батцига. Сохарц вац. Кейте шо, со вок анвер сагусуа, юридически бо кудухуш, со ишт нагах дешах тишаха, со ишт аудалуатсо, отцал аудалуатсо, дуй, наган доцек квеллан, дац кэнлам цуна жуапдал. Су телефон ан жуап дир цалуш ма батиш, бац, су гиттен шунца, телефонш, телефонш яш, ну ишт дати, изе, со вирбокер яш, ма барюш яш, ну нет, ишт цахуни адинаг, ма дуй и бошта, ишт хиза дешсун. Ходил детектор жить и хаушвай. Кто брал деньги у русских, кто брал деньги у немцев, у англичан, у американцев, без разницы. Кто сдавал наших бойцов, кто наносил вред нашей Ичкерии. Детектор жить, а проверить давай. Вала, ох, сом, хайкешмову. Но игнорируют, видите ли. И для чего делается? Для того, чтобы не отвечать. Потому что нечего отвечать. Понимаете? Нечего отвечать. А Шушевега и Закаевин Гуандал Илшвегуи не темлой, а цун Гуанда беша, слушаешь, цаду горду, цахауца, надежду цуна бошве. Шушевик соучастник ушун, и дахалыш. Цун цяни сюрч дош, цун еще мероприятие, шугулыш, шу соучастник шдушун. Шун ла ахала ахит, шайн ла ахала махит. Ну и факт юшун. Извой оман гурдол шдушун, история, и гдюсердол шдушун. Аса и дакайхи душун. Дадоузи терду сайк оман. Чего бы мне это не стоило? Закаева давно разжаловали. Давным-давно.
Давным-давно. Ну да ладно, второй Закай. Мы говорим сейчас о том, что Путин приказал расстреливать несогласных в фашистской России. И вот мы видим результат, который провели вот эти бойцы, которые привлекли внимание и таким образом еще дали. И причем эти бойцы будут реально расстреливаться. Это реально враги Путина России. А вот кто их туда отправляет, вот о чем нужно нам говорить. Закай Воцектан Дынянович Сагам. Муац Кадырова, музык Дынянович Аудюц. Закай Ойш Чулам, со Ойзон инс, он бадек деза. Ая Дойзон, он бадек деза. Идея отмазки, что вообще, да, несостоятельная, и думается, но отмазка даёт. Ойш вац. Дейрук. Само Дынянович, он бадек деза. Кадырова, Дынянович. Воистину согласен с тобой, Аслан. Сансей, валлахи, биллахи, армарги бух, валлахи, биллахи. Цахум сейн дэгдэч, сейн цунах пайтхули аль дэгдэч хэна. Извесит дой, да тотти, сун цунах пайтхила. Зихил мек аль, ишт ат ин маусо. Вой делан зидеш. Просто сей мыслящий цер дела уже цах. Просто я хочу, чтобы нас в огонь не бросили. Что шавик хич моусвах, что элен мадетсук, о прешарашук, хюш, галчсугар, диласугар, галч, лига, уадалха. Но аз дючтек дуашхич, аз дючтек бакахич, пришот амадель, отцал церсун, я огонь хайет, церсун, цедючун, да мадет. Ахка, что дамацак эхкан, цацдеш. Цадючун, причем суна лил да цахашун, мадар эльш да. Зай даггар сай хуак дади церби. Сонда шадек дик хирдушун кенти, ижери, вежери, валлахи вай шадек дик мадушун, валлахи, биллахи, вай и американч, вай хауш мабушун, вай кучва дюцак, вай дог вай лахкиет херч бахш мабуш, вай нgodalуш мабуш, шейн цуна пайда беш. Цуга интересуш. Вайн цу американец вайцарц ух нислаха, вайн мелч охцуна вахирду. Отцел критический ситуация дох что ли? Вай раз алашаде карчакерча, как чудо санархитлур мадуар. Цути дош мадуар. Цути дел дагерч мадуар. Дел мула цути довар мадуар. Просто гарч али идеян верных лишь кенти, ижери, вежери. Китаумаца ушун. Шадек дадису ахчахир душун, бохчахир душун. Социал шхирдушун, пенсия шхирдушун, ше долум шхирдушуной. Ше миллионами, миллиардами в России ах шхалур душун. У нас все будет идеально. Современные технологии шхирду, вертолет шхирду, вертолет, их лемнеш, халаду, шашлык, шхадуш, ирма дуой. Валлахи ирду. Да, мукла. Иш дегар мадуой. Саши куёч. Нохчуа, мацхирду боя, дама дин яхирдук нохчуа. Хала рехтен, дама дин яхирдук. Ладно. РДК имперцы. Да, Шамсад? Ну, значит, все. Последняя надежда на РДК потеряна, да? Тогда я сейчас убираю эту информацию. Она тогда тоже, наверное, липовая, фейковая получается, что столько-то танков они уничтожили. Если они имперцы, и они вот продолжают линию империи, то я не верю ни одному их слову тогда. Ни одному слову. Тогда я уберу эту информацию, которая там есть. Так, друзья, очень интересно, все разворачивается. Так, сейчас мы посмотрим. Нас 50 246 человек, друзья. Когда мы начинали, сейчас наш стрим вышел в тренды, кстати говоря. В тренды, да, это называется. За сколько мы уже в эфире? За 1 час, за 105 минут, почти 2 часа, 1,5 часа мы, почти 2 часа в эфире. Мы, около 500 человек подписалось, и уже реального времени смотрят очень много, да? Сколько нас сейчас смотрят? 1079 человек нас смотрят.
А было больше, по-моему, да, и 2000 поднималось. Так. Вот о чем мы говорим, мы разговариваем, там хотим найти какое-то там созидание, третье, десятое, там выявить какие-то там ошибки, где-то там предателей. Вот мы этим занимаемся, заходят они, и вот они отвлекают евреи, Израиль, там это, десятое. Чисто то, что Путину нужно, да. Но радует, что вы обязаны подписаться для того, чтобы написать этот комментарий. Артисты самые смелые люди на сегодня. Ай, воздух. Смелый Удин Бутиш. Когда вы поддерживаете западные страны, Украину частные, как вы себя чувствуете, зная, что в Украине и в Швеции люди сжигали? Искандер, как ты чувствуешь, когда твоя фашистская русня уничтожает целые народы, сжигает мечети мусульман массово просто? Как ты к этому относишься? Коран кто-то, ваш русский провокатор заплатил денег, какой-то дурак сжег Коран, и ты мне сейчас это ставишь в аккордеон. Зеленский, Закаев, Галкин. Галкин причем, а Зеленский в безопасности. Бо там смелости не нужно, там нужно играть роль, а смелости там абсолютно не нужно. Так. Нейс ох, Адам. Так, Асадулла покидает нас. Антисемитизм на моем канале запрещен. И враг Аллаха Богу. На каком основании вы так берете и называете целую нацию, народы врагами Аллаха, врагами Бога, да? Мне кажется, это только чисто КГБшный такой нарратив, враг народа или народ враг и так далее. Дадол, не будьте фашистами. Так. Как думаешь, к лету плохие перемены будут в России или я ошибаюсь? Я думаю, что в России будет раскачиваться ситуация криминогенная. Но вот смотрите, вот мы слышали такие вещи, где говорят, что в России будет гражданская война, там будет вот эти разные там конфликты, боевые действия там и так далее, и так далее. И сегодня то, что добровольцы с Украины, с территории Украины, русские добровольцы вошли на территорию своей страны, это как бы показывает вооруженные отряды, которые готовы с оружием в руках сражаться там и так далее, и так далее. В итоге сейчас, если вот эти русские добровольцы, которые сейчас сражаются или сражались, не знаю, сейчас продолжаются бои или нет, если они будут дискредитированы в глазах россиян, русских,
Если их будут дальше представлять врагами, потом в Украине их не поддержат на должном уровне, а, то, то может получиться так, что не будет никаких волнений, революций и так далее. Просто КГБ будет тупо уничтожать людей, будут одиночки появляться без оружия, без поддержки, и так их будут ликвидировать. Ну и заодно там всех его родственников и всех, кто с ним рядом там где-то стоял, проходил мимо. И вот в этом плане это может очень-очень, знаете, больше может быть жертв, чем вот так русские, если встанут и привлекут. Просто достаточно, просто определенная сила, если русские встанут, это КГБ быстро разбежит. Они трусливы, они боятся русских, они боятся россиян, честное слово. Если бы они не боялись бы, они так ненавидят и презирают вот это население, проживающее вот в этой фашистской России, вот это КГБшное руководство. Если бы они не боялись бы вас, они бы, я не знаю, они бы вас, не знаю, ноги о вас вытирали бы, я не знаю, и так вытирают, еще бы что-то делали бы. Понимаете? Они боятся, поэтому заигрывают, поэтому мягкие делают, частичная мобилизация, такая мобилизация. Это делается не для русских, это делается для себя, для своей безопасности. Они потихонечку вас там уничтожают. Поэтому, если русская нация, вот, которая теряет каждый день парней, каждый день, они и так гибнут. Сейчас они гибнут в имперской войне против Украины, а потом будут гибнуть еще под своими репрессиями и так далее. Каждый день 1000 человек убивают и получают увечья. Представьте, нужно 10 тысяч мужчин русских, россиян, которые бы свернули бы шею просто вот этой всей системе. 10 тысяч хорошо вооруженных. Украина вооружила бы, Запад вооружил бы, помогли бы взяться настоящих. И я вот надеялся на этих русских добровольцев. Этот, как его, Цезарь, который, уже все, я его больше абсолютно не рассматриваю, пока человек, ну, уже прямо он говорит, что Чечня это субъект России, он говорит. Все, это враг, абсолютный, стопроцентный враг чеченского народа. Потому что он нагло лжет, абсолютно нагло лжет, не имея никаких оснований, он русские нарративы пробивает. Посмотрим, что еще РДК скажет. Ну вот мне вот мой друг пишет, что РДК тоже такой же имперец и фашист. Тогда, ну, тогда не знаю, кто там будет бороться. Ну, не знаю. Не знаю. Посмотрим, друзья. Так, друзья, мы уже в эфире. Кстати говоря, я вас еще раз поздравляю. Нас 50 тысяч. У меня для этого уже написан текст. Я его сейчас опубликую после стрима. Я его вчера ночью написал. Ну, такой небольшой текст со стадионом в Кёльне, который вмещает как раз 50 300 с чем-то человек. А нас сейчас как раз 50 342. Я всех вновь вошедших приветствую. Мы уже более около 600 человек мы за этот стрим подписались. С чем я вас всех поздравляю, нас всех поздравляю. Друзья, давайте говорить правду, доносить правду, разоблачать КГБшные, ГРУшные вот эти симулякры. Давайте добьемся свободы и прав для нас. Для нас. Если русские будут этого добиваться, честь и хвала, добивайтесь. Мы вам только будем поддерживать и всячески информационно поддерживать вас будем, друзья. Не будем мешать, не будем вас хаять, не будем ваши ошибки искать и так далее. Если вы реально боретесь с империализмом и боретесь за права своего народа, своих россиян. Как-то так. Ассаламу алейкум, Казахстан, с праздником Наурuz. Ва алейкум салам, Казахстан. Аллах, Казахстан. Так. Кроме муслимов никто никому поможет, говорит Бетан. Бетан,
Я что-то не увидел вот этих муслимов, когда был геноцид чеченского народа. Поэтому вот эти сказки свои, которые там муслимы, умма нам поможет, там и так далее, это все в другом месте. Мы эти сказки уже видели. Никакие муслимы нам не помогали, да. Муслимы в десны целовались с Ельциным и с Путиным, да, когда нас уничтожали. Причем самые турбо-муслимы, которые называют себя турбо-муслимы, там исламский джихад, братья-мусульмане, партия Аллаха, они так в десны целовались с Путиным, что мы были в шоке просто, да, утопая в крови, мы были потрясены, да, любовью к Путину, да. Поэтому давайте вы эти сказки на другом месте. А сибирский батальон есть еще, есть, как тебе? Артем Румянцев, я его вообще не знаю, он только появился, я видел командира этого батальона, который сказал, что он офицер ГРУ. А, Ничего не могу сказать про них, ничего не знаю. Если он офицер ГРУ, он воевал в Чечне, наверное. Вот что. Это есть, но если этот человек на правильном пути, и на нем нету преступлений, которые мы можем доказать, то мы его оставим, как он есть. Если это есть, то, конечно, я его поддерживать тоже не буду. Ни словом, ни делом. Так, я очень надеюсь, что там есть нормальные парни у этих, потому что русских я знаю, русских как людей, парней я очень хорошо знаю, им по менталитету. Если там есть настоящие лидеры и искренние парни, я бы поддержал бы таких людей. Но не коллаборационируя, не совместно. Вы делаете свое дело, мы делаем свое дело. Мы вам салам передаем, вы нам привет передаете. И вот мы делаем свое дело. Поэтому про сибирский батальон я ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю. Про РДК много про вот этого РДК, вот этого говорят, лидера, фамилию забываю. Но не знаю, ничего хорошего тоже про него не говорят, но посмотрим. Пока его явно таких имперских, античеченских вещей от него, анти-ичкерийских, скажем так, я не слышал. Ну вот все пишут, что он тоже имперец и ничем не отличается. Хотя мне хочется верить. Хоть кого-то у вас хочется верить, елки-палки. Так, тут уже дошло до того, что какой-то подхолопник сравнивает нашего Джахара с террористом Путиным. Слава Украине, слава Джахару Дудаеву, слава Украине, слава очки. Героям слава, героям слава. Кстати говоря, что думаешь азербайджанца, я тут вспомнил одну вещь. Я вчера у себя в стриме сравнил русских оккупантов и армян, которые помогали вот этой имперской системе против нас. И мне позвонил уважаемый человек и сказал, что я не прав. И я согласен с этим человеком. Да, я не прав. Я ни в коем случае не ставлю армян на одну доску с русскими имперцами и оккупантами. При всем при этом я остаюсь при своем мнении, что Армения всегда была форпостом, помощником России на Кавказе. Но опять же, конечно же, я не могу ставить их, уравнивать и говорить, что они такие же, как это. Я сам не помню вот этих слов, но он мне сказал, я не пересматривал, потому что не было просто времени физически. Поэтому к армянам у меня претензий нет, кроме вот тех, кто явно топит за Россию и за империю, и воевал против нас. К армянам у меня никаких вопросов, претензий нет. Впрочем, как и к азербайджанцам, и ко всем другим национальностям тоже. Так что, если что, если где-то кого-то это задело, кто-то это было, я исправляюсь и вот объясняю, что я имел в виду именно это, вот то, что сейчас сказал. Русские имперцы, русисты, с ними на доске у меня никто не стоит. С ними равны, они вне конкуренции, как говорится. Они там далеко вырвались вперед. Да. Как-то так.
Путин целый. Трусость против России порождает рабство. Так, друзья, сколько мы в эфире? 2 часа мы в эфире, друзья. Так, 2 часа мы в эфире. 2 часа мы в эфире. Сейчас я хотел посмотреть кое-что. Так. Давайте еще немножко посижу. Можно еще полчасика посидеть, если вам не надоело. Потому что мне через полчаса только кушать. Андрей Бутаков, знаете, к русским твое отношение плохое. Смотрю твой стрим и минут 30. И в каждой теме виноваты русские. Андрей Бутаков, я много раз уже объяснял свою позицию. Она, конечно же, неприятная для русского человека будет, я тебе скажу. Потому что ничего приятного русский человек не сделал мне и моему народу, кроме геноцида и крови. Но я не виню всех русских, опять же. Если вы себя разделяете с теми русскими, которые считают, что моя земля это его земля, и убийство 300 тысяч, 30% моего населения, 300 тысяч моих граждан, среди которых 42 тысячи детей, это не выдумано, это стопроцентные факты, я вам рассказываю. А за всю историю миллионы наших граждан, наших людей убито. Если вы не разделяете эту позицию, то вы не являетесь мне врагом или я плохо отношусь. Наоборот, я с гордостью буду говорить, что этот русский, которого я уважаю. Но если вы разделяете эти взгляды и говорите, да пошел он, подумаешь там, чушка какая-то, ну это мы же крутые русские, мы имперцы и так далее, да, тогда извините, тогда я к вам отношусь очень плохо, очень плохо. Вы даже не представляете. С пренебрежением отношусь. Пренебрежением. Андрей Бутаков. Продолжает он меня тут. Почему никто не слышал твоих высказываний о геноциде Луганска и Донецка? Ну, во-первых, геноцида в Луганске и Донецке не было. Не было геноцида. Потому что это все фейк и обман. Это ложь. Ложь российской пропаганды. Как-то так. Да. Поэтому ты и не слышал от меня. А на моем канале ты слышишь только правду. На этом канале говорят только правду. Ничего кроме правды. Понимаете? Руслан до ифтара заканчивает. Да, надо заканчивать уже. У меня надо уже. У меня уже мысли, знаете, путаются. Да? Вот тебе Шамсад отметил, Бутаков. Но там не было геноцида при всем при этом.
Да, совершенно верно, Борис. Андрей сейчас геноцид заговорил, когда чечен сжигали грузин, армян, Кавказ. Где тогда был твой геноцид? Да? Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Адам. Только за русских, говорит, аппетит поднимается от ботов. Да. Босс Луга. Так, друзья, наверное, можно уже заканчивать наш стрим, друзья. Мы достаточно сегодня поработали. Я думаю, за 100 тысяч просмотров этот стрим соберет. Одновременно нас сегодня смотрело 1705 человек за раз. Друзья, я очень рад, что вот эту информационную блокаду мы смогли прорвать, что наш канал начал все-таки заслуженно показывать везде. Друзья, мы говорим только правду, мы говорим только объективно. Иногда, может, мы это делаем резко, мы это делаем не для того, чтобы вас обидеть или задеть, а для того, чтобы вас немножко взъерошить и для того, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. На этом я свой стрим заканчиваю. Все будет Ичкерия. Дал мула. Все будет Ичкерия. Слава Украине. И о Аллах, благослови Америку. Адикёль маш оль бюс дек оль масера. Бюс дек оль адикёль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Завтра увидимся. Дал мула. Завтра увидимся.